Здравствуйте, уважаемые поклонники итальянского футбола, дорогие болельщики. Добро пожаловать в Милан, на стадион Сан-Сиро, на один из центральных матчей 33-го тура итальянской серии А. Один из центральных, важная оговорка. Тур получается со смещенным центром тяжести, потому что центральных матчей, наверное, можно назвать два. И Ювентус-Милан, сыгравшие накануне, это главная, наверное, афиша этого тура. Ювентус одержал победу со счетом 3-2. И этот результат оказывает прямое влияние на расклад сил в сегодняшнем поединке. Интер встречается с Фиорентиной. Лидер итальянского чемпионата играет против четвертого на данный момент клуба. И главным образом, конечно, Фиорентина должна чувствовать себя обязанной Ювентусу в чем-то. Потому что Фиорентина борется за попадание в зону Лиги чемпионов на следующую осень. И после этого поражения Милана у Фиалок очень хорошие шансы закрепиться на четвертой строчке. Сейчас они опережают Милан на 4 очка, у них 56, у Милана 52. А в случае победы будет 7 очков разницы. Ну, а при том, что играть всего ничего остается в этом чемпионате, 7 очков могут оказаться для Милана, который хромает весь сезон, дистанции непреодолимой. Ну и, само собой, для Интера эта встреча также непроходная, потому что Интер, не то чтобы хромает в последнее время, однако выступает не то чтобы очень убедительно. Сейчас отрыв от Ромы составляет всего 1 очко, пусть и есть матч в запасе, 72 балла у команды Роберто Манчини. У клуба из Рима 71 очко. А римляне сегодня чуть раньше переиграли в гостях Удинезе. Сложнейший был матч. И, кстати, некоторые итальянские наблюдатели, эксперты футбольные, предсказывали сегодня команде Лучано Спалетти поражение в Удине. Однако 3-1 победа в гостях. Жюли, Тадей, Вучинич принесли победу этой команде. И Рома вторая. Преследует Интер и наступает ему на пятки. О составах сегодняшних команд. Встречаются Интер и Фиорентина. Напоминаю, начнем с хозяев поля. В воротах Интера Жулио Сезар, номер 12. Полевые игроки: Майкон, номер 13, Николас Бурдис, 16, 23-й Матерацци, 6-й Максвелл, 4-й Хавьер Санетти, 14-й Патрик Виейра, 19-й Стебан Камбьяссо, 5-й Деян Станкович, 45-й Марио Балотелли и 9-й Хулио Рикардо Круз. Роберто Манчини, главный тренер команды. Фиорентина. Себастьян Фрей, первый номер в воротах. В поле 5-й Алессандро Гамберини, 2-й Перл Кроудруп, 21-й Томаш Уйфалуши, 19-й Массимо Гобби, 22-й Здравко Кузманович, 11-й Фабио Ливерани, 18-й Рикардо Монтоливо, 24-й Марио Сантана, 10-й Адриан Муту, 29-й Джанпаоло Пацини. И главный тренер Фиалок Чезаре Пранделли. Главный арбитр матча Массимилиано Саккани. Вот его первый свисток. Адриан Муту, один из героев матча Фиорентина против ПСВ в ответном четвертьфинале Кубка УЕФА на минувшей неделе. Красивейшие мячи забил Адриан, особенно гол со штрафного, метров с 30, положивший его румын в самую девятку ворот ПСВ, должен считать себя королем той игры. И, естественно, те два мяча, та победа в гостях, вывели Фиорентину в следующий раунд Кубка УЕФА. Полуфинал. Дальше Рейнджерс на повестке дня. Ну и в перспективе кто-то из пары «Зенит» Санкт-Петербург, Бавария Мюнхен. Но это, впрочем, загадывать слишком далеко, наверное, пока еще не стоит. В отличие от Фиорентины, Интер освободился от этого второго фронта в виде Лиги чемпионов, уступив на стадии четвертьфинальной, стадии 1/8 финала, естественно, Ливерпулю. И теперь Роберто Манчини ничто не сдерживает от шествия к очередному скудетто, если бы не свои собственные внутренние проблемы, о которых появлялись поводы в этом сезоне говорить. Доносили слухи, что не все в порядке с контактом у Манчини и его игроков, что не всегда они его слушаются, не всегда они его уважают, не всегда ему жмут руки. И даже однажды Роберто Манчини якобы чуть ли не до слез они довели, и он решил подать в отставку, но руководители команды якобы его отговорили. Тем не менее, по окончанию этого сезона Манчини, возможно, оставит команду. Но оставить он ее, наверное, хочет все-таки, запомнившись тренером сильным, тренером-победителем, а не тем, кто спасовал перед трудностями и сбежал. 3-я минута. Интер и Фиорентина на стадионе Джузеппе Меацца. Пока 0-0.
Мяч в центре поля. Патрик Вьейра сыграл. Снова к нему вернулся мяч. Фиорентина в последнее время выступает очень стабильно. В том смысле, что 3 игры подряд на своем поле, я имею в виду чемпионат итальянский, они выигрывают. 3 матча подряд в гостях проигрывают. Сегодня встреча в гостях. Если они повторят эту традицию, это будет на руку Милану, это будет на руку Интеру. В любом случае, это будет на руку командам из этого города. Так получается. Хотя они непримиримые соперники. Вперед шел Кузманович. Передача в центр. Здесь хорошо играет на сдерживании Патрик Вьейра. Не дает сразу развернуться к воротам и нанести удар. Йоргенсен. Массимо Гобби. Хороший перевод. Сантана. Подача. Эх, до удара дело не доходит, а прыжок был хороший. Подача была на удобной высоте вполне. Сегодня Интер играет без Златана Ибрагимовича. Ведущий нападающий миланского клуба травмирован. Проблема с коленом у него. И любопытно будет поглядеть, что же за человек такой Марио Балотелли. Нападающий. В чемпионате Италии на его счету 5 матчей, 1 забитый мяч. Молодой форвард. А Интеру, кстати, нужно наигрывать уже сейчас в своем составе не просто итальянских футболистов, а по традиции, как вы знаете, интеристы предпочитают комплектоваться легионерами, но и молодых футболистов, воспитанных в собственном коллективе, прошедших свою собственную молодежную команду. Дело в том, что в следующем сезоне в Лиге чемпионов очень жесткие требования на этот счет. Интер, как вы понимаете, при любом уже раскладе попадает в Лигу чемпионов. Даже неважно, он будет занять первое место для этого. Дело в том, что в следующем сезоне в главном Еврокубке должны выступать 4 воспитанника команды, плюс 4, скажем так, представителя коренной нации. То есть, если это итальянский клуб, речь о Интере, то значит 4 итальянца. Ну, а в Интере вот сейчас, смотрите, на поле только один Марко Матерацци. Вспомнить других будет очень тяжело. Вот постепенно появляются такие люди, как Балотелли. Им играть в следующем году в любом случае. От этого никуда не деться. Естественно, такое правило, вводимое в Европе, когда, казалось бы, уже тенденция к отмене всех ограничений на количество легионеров, больнее всего должна ударить именно по Интеру и, наверное, еще лондонскому Арсеналу. Им вот следует готовиться уже загодя к тому, что их ждет в следующем сезоне. Но пока Интер доигрывает этот сезон теми людьми, которые, собственно говоря, и составляют костяк этой команды и ее суть. На протяжении, кстати, многих десятилетий. Муту не очень здорово держится на ногах и считает Саккани, что здесь фол. Чуть-чуть опережает в борьбе за мяч Николас Бурдиссу, румына. И Чезаре Пранделли. Один из самых интересных, ярких, успешных тренеров в этом сезоне в Италии. Наряду с Лучано Спалетти. Ну, а это столкновение, как вы видите, обошлось больнее для Бурдиссу, который признан виновным, нежели для Адриано Муту. И фауш. Передача в штрафную площадь не проходит. Вьейра. Круз. Перевод мяча на правый край. Вот он. Балотелли. Не то чтобы совсем итальянец, да, но тем не менее паспорт имеется соответствующий, значит, никаких претензий у проверяющих организаций к его личности не должно быть. Камбьяс. Неспешный выход из обороны. Пока даже это не столько выход, сколько пребывание в обороне. И мяч попадает от ноги Матерацци Фабио Ливерани. Какая хорошая, быстрая контратака. Паццини с мячом. Перевод на дальний край. Кузманович пришел. Нет, Монтоливо. И пробить сильно ему не
позволили. Однако в сторону ворот мяч направил. Контратака Интера. Трое, четверо они идут. У них преимущество внезапности и скорости. Вот оно и сведено на нет. Ливерани. Монтоливо. Пас налево. Не очень расчетливый, но мяч пока под контролем Фиорентины. Осторожничают команды, пожалуй. Может быть, рановато такие выводы делать, но мы же понимаем с вами, есть что терять и тем, и другим. Поэтому здесь бросаться шашками на голову не стоит. Но, с другой стороны, пример Ювентуса и Милана перед глазами, когда команды в первом тайме забили друг другу по 2 мяча, а в конце концов на 80-й Хасан Салихамиджич решил исход противостояния в пользу Ювентуса. Вообще Хасан отметился 2 мячами забитыми, так же как в Милане сделал дубль Филиппо Инзаги. Я думаю, что все вы об этом знаете, все ведь опытные пользователи интернета. Так что и футбол смотреть иногда не обязательно. Штрафной. Роберто Манчини призывает внимательно отнестись к этому розыгрышу. Балотелли. Смотрите-ка, ему доверяют выполнять стандарты. Значит, неплохая правая нога у парня. И действительно, может быть, это косвенное подтверждение, но Монтоливо не находит ничего другого, как переправить этот мяч через лицевую линию на угловой. И пошел сам паренек подавать. Марио Барува Балотелли. Уж не знаю, здесь ключевое слово Барува все-таки или Балотелли. Посмотрим. Подача, уходящий мяч. Уходит он настолько далеко, что и в штрафной его уже не видно. Но борется на подборе Фиорентины. Вот Камбьясо. Можно бить. Удар по воротам. Рикошет. Опять на угловой мяч уходит. Патрик Виейра. Да, уже наверняка был. Посмотрел туда, где открытый уголок есть, ворота. Кинул взгляд и бил прицельно. Томаш Уйфалушев успел подставить ногу. Капитан. Еще один угловой. Снова Балотелли подает на ближнюю штангу. Да, и опять, смотрите, Косака не указывает на угловой флажок. По его мнению, Хулио Крус опережает защитник. Ну, вот он сегодня потренирует волю. Стандарты, в конце концов, должно получиться хорошо. Еще один угловой. Но здесь уже начинает спорить Уйфалуш на правах капитана. Да, и включается в этот спор Гобби. Пожалуй, действительно, от главы Круса мяч ушел, но теперь уже переспорить-то нельзя. Арбитра, и летит он под плангу, этот мяч. И вот теперь угловой совершенно точно. Себастьян Фрей спасает команду. Патрик Виейра. Ну да, это преимущество в росте, преимущество в опыте, в выборе позиции. А еще раз. 5-й угловой. Нет, теперь уже Уйфалуш выносит его надежно. И вернуть нельзя. Контратака начинается у Фиорентины. Вот начало какое. Чезаре Пранделли немножко взволнован, хотя виду старается не подать. Фиорентина дрожит мячом. Очень аккуратные передачи на средней дистанции. Монтоливо. Просит мяча на другом краю поля Златко Кузманович. Но так и не допросился. Максвелл возвращает мяч Жюлию Сезару. Несмотря на то, что все говорят, проблемы в Интере, здесь заехал на стажировку тренерскую Лотар Маттеус в команду, где он выступал так ярко в конце 80-х, начале 90-х. Лотар собирается получить очередную градацию к своему тренерскому диплому. Ну и 5 дней он проводит
Вапиано Джентили на тренировочной базе интеристов. И, естественно, раздает интервью заинтересованным представителям СМИ. Говорит им о том, что в полный порядок в команде у Манчини. Все на тренировках работают, не поднимая глаз, никто не отвлекается на споры. Все отлажено до секунды. И никаких проблем у этой команды нет, и Интер станет чемпионом. Так что сколько людей, столько и мнений. Я думаю, что самое явное свидетельство о том, что происходит в команде для нас с вами, должно быть то, что происходит с ней на поле. Вот как он играет, Интер, как он смотрится в матчах с сильными и слабыми командами, так он и живет. Пока у Интера относительный порядок. Хорошая была серия угловых. Сейчас позиционная атака. Вот подтянулся уже левый защитник Максвелл сюда, к чужой штрафной площади. Балотелли. Йоргенсен помешал ему сделать передачу. Надо подниматься. Балотелли уже не смотрит в его сторону Массимилиано Саккани. Однако приостановились, ведомые чувством фэрплей футболисты Фиорентина. Может быть, чуть жестче, чем нужно, попал по ноге Йоргенсен. Наступил. Но, вообще говоря, здесь миндальничать не будут с вами, уважаемый Марио Барува. Здесь довольно серьезный футбол. Привыкайте. Уйфалуш. Роберто Манчини и Синиша Михайлович, его ассистент. Ох, сколько-то как. Видимо, очень влажное поле сегодня на Джузеппе Меацци. Следует это учитывать. Не только Фиалкам, но и Интеру. Гобби и Уйфалуша. И пас вперед. Патрик Вьейра и Стебан Камбьяссо, знаете, довольно серьезная, уж по имени-то точно. По игре посмотрим. Связка в центре поля. Вот такой дуэт опорных полузащитников, наверное, может считаться мечтой любого клуба в мире. Пас во вне игры Балотелли. И действительно, пока особенно не видно хавбеков Фиоре. Точнее, видно. Периодически получают мяч и Кузманович, и Монтоливо. А вот смотрите, в момент передачи здесь на одной линии с защитником находился Балотелли. Но флажок уже поднят. Вот, и поэтому пара опорных полузащитников пока не пропускает атаки Фиорентина по центру. Вот сейчас при помощи стандартного положения мяч был быстро доставлен в штрафную площадь. Пацини. И в некотором смысле исключение из этого правила мы увидели. Луиш Фигу. Хорошее настроение. Но почему он должен быть плохим? Мы стоим, а денежки идут, как говорится. Можно поразминаться. Подождать своего часа, а, возможно, Манчини выпустит после перерыва. Я думаю, что теперь Луишу Фигу не скоро позвонят из Москвы по поводу трудоустройства. К сожалению, Юрий Викторович Белоус оставил команду футбольного клуба «Москва». Точнее, сейчас в процессе передачи дел находится. А именно от него, как вы помните, исходила инициатива соответствующая. Жалко. Мог бы у нас раскрыться. Кузманович хорошо увидел в середине поля партнера. Монтоливо, Ливерани. Ах, на коротке не прошла передача. Это там подсуетился Бурдис. Нет, с капитанской повязкой там Хавьер Санетти. Еще одна попытка. Почти прошел пас. И тут же в касание перевод, удар. Здорово, красиво. Публика свистит, а попытка-то очень красивая получилась. Зрелищно. Адриан Муту понимал, что времени у него нет. Видимо, успел оценить уже позицию двух защитников. Понял, что сейчас, если обыгрывать первого, то тут же бросится на подстраховку второй. А это лишняя затраты сил и времени. Поэтому надо попробовать пробить вот так неожиданно для Жулио Сезара. Вдруг он не готов, вдруг он не в позиции. Ливерани. Очень тонкие такие передачи выполняет Фиорентина в центре поля. Очень часто, как вы видите, они рискуют потерять мяч. Но, тем не менее, пас очень аккуратный. И
Вот этот риск, он, наверное, оправдан тем, что команда не отступает от своего стиля. Комбинационный футбол, построенный на коротком и среднем пасе. Чуть назад отыграли Ливерани. Монтоливо. Хорошо мяч держится. И вот этот свист болельщиков, которые поддерживают сейчас другую команду, не Фиорентину, как раз и есть доказательство того, что с Фиорентино нужно считаться. Мяч контролируют, идут вперед. Ну, а для завершения есть там футболисты. Пока еще, может быть, сейчас не очень почувствовали себя на местах. По цене Муту это бомбардир очень хорошего уровня. По цене 9 мячей забил в этом чемпионате. Что Адриано Муту 16 мячей. Хороший результат. Нет свистка, хотя вроде бы отталкивали Матерацци рукой. Но Матерацци — это тот игрок, который иногда дуновение ветерка способен обвинить в нарушении правил. И, главное, судья поверит ему, что самое интересное. Камбьяссо. Точный пас. Да, вот и молодой Балотелли тоже учится играть руками. Санетти играет на Вьейра. Станкович. Хорошая передача. Как мяч летит вниз. С какой скоростью. Но Себастьян Фрей в порядке. Сантана пошел по флангу. Ливерани. Йоргенсен. Да, это Марко Матерацци там пластается в штрафной площади. Гамберини отыгрывает назад. Ливерани. Сантана, и забегание уже сделал Кузманович. Передачу не стал делать ему Сантана. Пошел сам в центр. Двоих обвел. Хороший пас своевременный. И ответная передача здесь, оттянувшийся в оборону. Опорный полузащитник Санетти помог. Ливерани. Ну что ж, а с преимуществом ведь играет Фиорентина, между прочим. Кузманович штрафной. Режет угол, удар. Если бы в ближний угол, наверное, было бы острей. Держит мяч Фиорентина. Это еще не все. Снова в штрафную вошли Пацини. Жулио Сезар из последних сил сражается там в ногах у Муту, бьется за мяч. Свисток прерывает эту атаку. А в чем здесь дело? Возможно, офсайд зафиксирован в момент передачи Пацини на Муту. Вот здесь. Очень стремительный эпизод. Конечно, румынам было невозможно остановиться. Ну и вообще, смотрите, как они вдвоем растерзали буквально всю оборону Интера. И ведь происходит это буквально уже в вратарской площадке Жулио Сезара. Очень опасно. Как-то уже забылись те 5 подряд угловых, которые подали Нерадзури. И которые тогда мы назвали острым отрезком. Вот сейчас Фиорентина проводит гораздо более убедительный, по-моему, отрезок игровой. Хулио Кросс блокирует эту передачу и Фалуша очень спокойно. Нет, не ушел мяч, там рядом Лайнсман, он все видел.
Майкон. Занетти. Матерацци, Камбьяс. Там дирижирует атакой своей команды Роберто Манчини. Станкович ушел на левый край. Немножко спрятался за игроками своей чужой команды. Пробил низом. Не очень сильно. Разминается Эрнан Креспо. Конечно, его выход на поле вполне возможен. В той ситуации, когда травмирован Златан Ибрагимович. Когда не очень, согласитесь, пока клеится игра у Хулио Круса. А Балотелли, хотя и большой мастак, видимо, подавать угловые, но в атаке он только ищет свое место. И вообще не только в атаке конкретному матчу, он вообще еще только осваивается к этому большому футболу. Приспосабливается к нему. Поэтому разминка опытного аргентинского нападающего адекватное событие. Макс. Пас в центр. Матерацци. Заброс мяча вперед. Офсайд. Пожалуй, пассивный офсайд. Причем у Балотелли. Может быть, Лайнсман там не совсем разобрался, но отмашку дал. Ливерани. Весь контроль мяча Фиорентины построен на этом темнокожем полузащитнике. Не очень он быстр, но выбор позиции очень четок. Ну и мяч, естественно, его ищет. Ну, иногда бывают осечки, очень страшные Фабио. Не только мяч, но партнеры понимают, что нужно сыграть через Фабио Ливерани, потому что он знает, как мячом распорядиться. А для того, чтобы дальше атаковать, есть Монтоливо, Кузманович, пара форвардов. А вот сейчас очень хорошая игра на коротке у Интера. Входит Балотелли в штрафную площадь. Молодец, четко сыграл Гамберини. Если бы не он, там уже замыкал бы Крус. Прострел. Майкон. Явно сорвался у него пас. Станкович. Вот у этого передачи редко когда срываются, особенно длинные. И мяч, между прочим, возвращал сейчас партнер. Станкович, отдав эту диагональ, поднял руку и пошел на ближнюю штангу открываться. Кузманович. Начинает забегание Йоргенсен по месту правого защитника. А это было лишнее. Зря вмешался Пацини. Сбил только с толку сейчас Адриано Муту, который и так ввел мяч в обход штрафной площади и готов был войти. Вот сейчас он выговаривает ему. Ну, для чего-то вмешался. «27-я минута. 33-й тур итальянской серии А. Стадион Сан-Сиро. Интер против Фиорентины. Ой, Фалуши, ой, как опасно-то. Ливерани. Вот сейчас сорвался пас. У опытного 11-го номера. Понимаю, потому что свою оплошность сейчас бросался на перехват. Вейра. Мяч на штрафной Фрея. Ой-ой-ой-ой-ой. Надо помочь голкиперу. Сейчас он получил в бедро. Мне показалось, что в живот удар. Пошел на выход и вот здесь взмахнул. По-моему, даже и в ребро попало ему Балотелли. Да, опасно. Опасно играл 45-й номер Интера.
Какая большая бригада медицинская. Пожалуй, из всех окрестных госпиталей сейчас санитары сбежались в штрафную площадь Фиоре. Ну, а у Роберто Манчини есть время объясниться со многими футболистами своей команды. Балотелли извинился перед Фреем. Инцидент исчерпан. Ну, а на память остались старые раны. Нога сгибается, разгибается, на лице улыбка. И очень хитро побрит сегодня Себастьян Фрей. Похож на персонажа фильма «Люди Икс». Фиорентина контролирует мяч. Гамберини. Передача на Вифалуши. Йоргенсен. Не спешат. Длинный пас вперед. Свободная зона не возникает. Здесь правильно расположились защитники Интера. Однако Максвелл был вынужден сыграть в аут. Йоргенсен. Против него Камбьясу. Йоргенсен показывает, что умеет и левой ногой подать, если нужно. Там времени подбирать не было особенно. Ливерани. Кузманович направо. И пробить. Здесь сразу два футболиста блокируют удар. Ну а большой палец руки в адрес арбитра, который правильно разобрался и дал аут туда, куда нужно, по мнению Дэйна Станковича. Полчаса команды сыграли. Счет пока не открыт. Момент голевой, наверное, один все-таки. Это один из угловых Интера. И удар Патрика Вьейра под перекладину. Спасение Фрея. Ну и несколько очень хороших розыгрышей было у Фиорентины. Достойны друг друга соперники. Вполне адекватный арбитраж. И очередной стандарт, который доверяют снова молодому Балотелли. Мяч летит в штрафную площадь. И от головы Майкона через ворота. Между прочим, хорошая подача. Вот при повторе сверху можно было убедиться в том, что в ту точку, куда мяч прилетел, как раз и должен был кто-то из футболистов Интера прибежать. Там их не было изначально. А напротив было скопление футболистов Фиорентины. И явно вот в своем-то кругу они не ждали никакой опасности. Напротив, они поглядывали в сторону скопившихся сбоку игроков Интера, ожидая от них подвох, ожидая, что мяч пойдет в их сторону. Так что пас юного Балотелли был направлен в тылы обороняющейся команды. Это удар Санетти. Опасно. Да, мяч-то вылетает из-за фигуры игроков. А у Фрея болит бедро. Фрей ныряет так, как может. Но здесь, между прочим, эта самая правая нога и есть толчковая нога. Она не дает ему вовремя оттолкнуться хорошо. И смотрите, как Фрей, он даже не выпрыгивает за мячом, он заваливается на левый бок. Хорошо, что здесь ему роста хватило. Угловой. Сколько уже угловых. И снова тащит Фрей. Снова тащит.
Показывает Саккани, что мяч не пересек линию. Надо играть, надо продолжать. Но вы знаете, эти стандартные положения, угловые, штрафные, в исполнении Балотелли с продолжением в штрафной все опаснее и опаснее. Вот теперь уже Фрей показывает, что, наверное, нет. Наверное, эксперименты надо завязывать эти с больной ногой, потому что играть на одной ноге, не выпрыгивая, не выходя на перехват мяча, он долго не сможет. Но сколько он уже вытащил мячей? Сколько раз он спас команду уже? Вот 3 точно совершенно сейва. Я насчитал. Может быть, было и больше. Да, и потребуется замена голкипера. Как это не прискорбно. На поле выйдет в составе Интера Влада Аврамов. Сербский голкипер, но может быть и не сейчас. Может быть, дотерпит до перерыва хотя бы Себастьян Фрей. Аврамов готов, в принципе, появиться на поле, но с другой стороны Фрей накладывает повязку на бедро. Это значит, что он все-таки планирует продолжить играть. Ну, вот и дернули раньше времени 25-го номера. Может быть, это и полезно. Теперь он понимает, что в любой момент может потребоваться команде его выход, и поэтому начнет разминаться, морально себя готовить к этому. А с другой стороны, может быть, вот готов был сейчас выйти. Теперь насчет нервничать, выйду или не выйду, как быть. Вот, но поскольку все это происходит на глазах у футболистов Интера, они теперь понимают, что вратарская позиция Фиорентине ослаблена. Сколько протянет эта нога, доедет ли это колесо доказания. Ну и тактика, которую они уже избрали, она правильная. Чем больше под нагрузкой будет находиться Себастьян Фрей, чем больше придется ему прыгать в разные углы своих ворот, доставая мячи, тем быстрее, наверное, он сломается. В задачу Фиорентины сейчас входит как можно дальше игру от своих ворот отодвинуть, чтобы там без риска. Фалуш. Гамберини. А вот Гамберини, кстати, предпочитает, один из немногих в составе Фиорентины, не мельчить с передачами, а сразу направлять мяч длинно так вперед. Там, если пас вдруг неточный, можно его и потерять, ничего страшного. Зато безошибочно у своих ворот. Майкон набрасывает мяч, идет на выход. Молодец, Фрей, а? И даже одноногий голкипер. Большая проблема для соперника. Если это Себастьян Фрей, вратарь очень талантливый. Он, наверное, не такой от природы одаренный и не такой стройный, богоподобный, как Джанлуиджи Буффон, например. Этот образец футбольного вратаря на протяжении последних, наверное, лет 10. Но, тем не менее, вот долго очень играл в воротах самых серьезных итальянских команд такой человек, как Анджело Перуцци. Мне вот, например, Фрей чем-то по комплекции напоминает этого римлянина. Вроде бы тоже уволень, а достает все. И видно сейчас, да, через боль даются ему все вот эти сейвы, прыжки за мячом. Но он терпит, он работает на команду. И он понимает, что, в принципе-то, если боль невыносима, можно и уйти. Но то, что он остается, говорит, во-первых, о его мужестве, о его ответственности перед командой. И, во-вторых, о том, что, наверное, травма не такая уж и серьезная. Можно потерпеть. По цене локтем подталкивал Бурдиссо. От внимания рефери это не ускользнуло. Монтоливо выпрыгнул на мяч. Игра переместилась на половину поля Фиорентины. Давненько мы не видели этих красивых розыгрышей мяча внизу, коими
честно говоря, в начале матча. Но интерес подкупил Фиорентину. Но сейчас, конечно, это вынужденная ситуация совершенно для фиалок. Они вынуждены противостоять чемпиону страны, который... Да, это Адриан Муту. Напомню еще раз, что дальним ударом со штрафного он забил мяч в Эйндховене на минувшей неделе. И это значит, что такими ударами Муту забивать умеет. Вот. Но сейчас Фиорентина играет против Интера, который практически исключил воспоминания о каких-то кадровых проблемах своих. Единственное, что отсутствие Ибрагимовича ощущается вот в каких-то финальных стадиях, когда мяч уже здесь, рядом со штрафной площадью, и Ибрагимович мог бы выкинуть какой-то свой очередной фортель. Совершенно непредсказуем для соперника, но этого не происходит. И Фиорентина гасит все атакующие волны Интера. Мяч в поле остался, по-моему. Йоргенсен. Сантана уже пришел к нему, но бросок чуть сложнее дальше вперед под синим. Матерацци толкает его в спину. А что здесь делает Марко Матерацци? На чужой-то половине поля. Понятно, что ему особой разницы нет, где правила нарушать. Но здесь его появление контрпродуктивно. Свистит изо всех сил Саккани. Он уважать себя заставляет. Пока обходится без желтых карточек, но постепенно дело идет к тому, что выходит игра из-под контроля. Немножко так. Точнее, выходят эмоции игроков из-под их контроля. Ну, а простейший судейский способ этому помешать — это показать пару карточек. Сантана. Мяч к нему не вернется. Санетти. Круз. Красивый контроль мяча. Станкович. Майкон. И снова Станкович, Майкон. Круз. Дальше куда? Пока больше поперечными такими шагами движется Интер в чужие ворота. Зигзагообразная атака. Санетти. Направо Майкону. Тяжело обороняться Фиорентине. Конечно, приходится всеми силами назад отходить, когда оба крайних защитника Интера подтягиваются в атаку. Это значит, что там на страховке остается разве что Матерацци, не очень быстро бегающий. То есть 9 полевых игроков Интера в позиционных атаках участвуют. Конечно же, это означает, что и Пацини, и Муту должны отходить назад. А когда форварды регулярно на протяжении уже 42 минут почти совершают... Ой-ой-ой! Фрей молоток! Тянет! И ничего страшного, что выпрыгивает по-прежнему с одной ноги, но подкапливает он силы в ней. И в нужный момент выскакивает и вытягивает мяч из-под планки уже в какой раз, а? Гамберини сейчас проиграл Крусу борьбу в воздухе. Да, так вот, закончу мысль о нападающих Фиорентины. Они не очень здорово смотрятся сейчас по своей основной специальности, то есть у чужих ворот. Именно не только потому, что им мяча там практически не достается, но еще и потому, что они сами измотаны постоянными возвращениями в оборону. К своим воротам. Это рывки туда-сюда, 50 метров в эту сторону, 50 в другую. И свежести, резкости стартового рывка, который необходим нападающим, уже у них нет. И тут еще и вот эти облажные стандартные положения. Вот новая подача с угла поля. И Марко Матерацци тут как тут. Закрыл глаза, пробил. Ну, где ворота, примерно он видел. А это предыдущий удар, когда только прыжок Себастьяна Фрея. И металл
его левой кисти останавливает удар Хулио Круса под перекладину. Фиорентина красиво играет фиалки. Но порой это, вот как сейчас, например, такая беспомощная, ранимая красота, потому что всякая передача, стелющаяся по газону, может быть прервана. Пас вперед, а впереди никого. Вот оно следствие регулярных отходов назад. Ни Пацини, ни Муту. Никто за мяч не может зацепиться на чужой половине поля из нападающих. Выключены они из игры. Недаром так спокойно всей четверкой защитники Интера идут в атаку. Сантана. Довольно агрессивен этот 45-й номер. Балотелли. Ногами размахивает, толкается, бьет локтями. Надо думать, будет из него толк, и в серии А играть сможет. Жолио Сезар. Вот подзабытое имя. Давно мы не вспоминали о нем. А здесь желтая карточка Гамберини. Не кстати он подставился сейчас подходившего в штрафную площадь Балотелли. И здесь, конечно, не подыграл парень. Он и сам сыграл, между прочим, грубо. Выставил ногу. И вот здесь уже, наверное, Гамберини, если бы у него было намерение хотя бы слегка изобразить жертву, мог бы согнуться пополам и изобразить удар в живот, который он получил от выставленной вперед ноги этого интериста. Но вышло по-другому. Балотелли был схвачен за шею. Все это произошло в нескольких дециметрах буквально от линии штрафной площади. И вот они, пожалуйста, 24 метра по прямой. Стенка, конечно, внушительная и серьезная, но там у Фрей сейчас могут быть серьезные проблемы. Так. 2 минуты компенсированного времени. Они начались для Фиорентины очередной уверенной вратарской игрой. Себастьян Фрей взял мяч намертво. А там Станкович пошел вперед по правому краю. Передачу в левую зону. Видят партнеры по Интеру, что идет сегодня игра у Балотелли. И пасуют ему на его левый фланг постоянно. Майко. Перехват мяча. Сантана. Его рывок контролирует Максвелл. Рывок-то как называется, рывком. Скорости никакой, но все-таки сквозь Максвелла просочился 24-й номер Фиорентины. И передачу делает в штрафную площадь. Здесь Майкон. Не сказать, чтобы серьезную борьбу ему навязывал Пацини. Майкон скорее на рефлексе действовал, унося мяч подальше от ворот. А теперь уже всем составом оттянулся Интер в оборону. Спокойно отбивается от этого углового. Истекло время первого тайма. 0-0. Интер, пожалуй, был в первой половине встречи ближе к взятию ворот, но пока ничья. И перерыв. Возвращаемся на поле стадиона Сан-Сиро. Возвращаемся, это значит мы с вами, уважаемые зрители, а также футболисты команд Интер и Фиорентина. Они встречаются сегодня здесь, в рамках 33-го тура серии А. Пока 0-0 матча между ними. Из событий первого тайма следует отметить, прежде всего, наверное, травму голкипера Фиорентины Себастьяна Фрея.
который делает возможным вот лицезрение крупным планом Влада Аврамова, второго вратаря этой команды. Он вовсю разминается, уже минут 25, наверное, но пока еще, видимо, не выходит играть. В одном из эпизодов игровых Себастьян Фрей получил довольно чувствительный удар в бедро. О, а это, кстати, Кристиано Вьерри здесь так. Футболисты Интера хлопнули по плечу. Да, он там сотню с лишним матчей отыграл в этой команде в свое время. Так вот, Себастьян Фрей, вот он, на поле. Героически просто играет в первом тайме. Вытянул уйму сложнейших мячей. Несколько из них из-под перекладины. Прыгает по углам, но все это делает буквально на одной ноге. Потому что настолько серьезный удар по бедру, что даже с перебинтованной правой ногой Фрей постоянно морщится от боли, хромает, но тем не менее сражается как лев в рамке ворот Фиорентины. Пожалуй, только его мастерство, его прыгучесть, его профессионализм во всех этих голевых эпизодах, голевых, случайное слово, выручило команду от серьезных проблем. С другой стороны, у Жулио Сезара, его коллеги, совершенно не было никакой работы в первом тайме. Там несколько несерьезных совершенно проникновений атаки Фиорентины в штрафную площадь Интера не считаются. Бобо Вьерри сейчас как человек, имеющий исторический зуб на команду Интер. И, кстати, Себастьян Фрей тоже в свое время отдал несколько лет жизни, но все в юности совсем Интеру, буквально заиграв в первом сезоне в Каннах, в 18-летнем возрасте перебрался он в Милан, но толком голкипером основным в Интере не стал. И карьера-то его дальше пошла и развивался совсем в других командах. В частности, в Парме он о себе заявил как о голкипере высочайшего уровня. А в временах, проведенных в Интере, это было 7 лет назад, уже, наверное, и позабыл. Вот. А вот и Кристиан Вьерри, игравший в сознательном вполне возрасте за эту команду. И это другая история. Все-таки 6 лет, почти 50 матчей и больше сотни мячей в составе этой команды он забил в период с 99 по 2005. И сейчас атакует Интер. Не потребовалось Фрею вмешиваться в игру. Но прыгать он за этим мячом после удара Санетти уже был, наверное, готов. Замен в перерыве нет. Давайте-ка я вам быстро напомню, кто играет. За Интер Жулио Сезар в воротах 12-й, в поле 16-й Бурдиссо, 13-й Майкон, 23-й Матерацци, 6-й Максвелл, 4-й Санетти, капитан команды, 19-й Камбьяссо, 5-й Станкович, 14-й Вьейра, 45-й Балутелли, 9-й Круз, Роберто Манчини, главный тренер. И в состав Фиорентины. Фрей, первый номер в воротах, полевые игроки 5-й Гамберини, 21-й Уйфалуши, капитан команды, 19-й Гобби, 20-й Йоргенсен, 22-й Кузманович, 11-й Ливерани, 18-й Монтоливо, 24-й Сантана, 10-й Муту, 29-й Пацини, Чезаре Пранделли, главный тренер, Массимилиано Саккани, главный арбитр. И сейчас могут забивать интеристы. Сбросили под удар мяч Камбьяссо, а Камбьяссо встретили на входе в штрафную площадь. Скорости той уже не было. Хороший там прорыв, проход осуществил, по-моему, Хулио Рикардо Круз. Теперь уже осекается почти в центральном круге контратака Фиорентины. И вот здесь она только срывается. Очень небрежный пас. Нехороший пас. По-моему, сделала Сантана с правого фланга. Так много пробежали они с мячом, так много отдали сил. Надо было, конечно, сыграть на Пацине поаккуратней. Ну, а предыдущий эпизод тоже уже слегка заигран, хотя там Круз действительно показал очень хороший дриблинг и умение ориентироваться, лавировать в штрафной площади соперника. Можно играть. Камбьяссо подхватывает мяч. Матерацци. Диагональ выполняет на правый край. Здесь Хавьер Санетти и Майкон. Патрик Вьейра играет налево. Матерацци. Та же история продолжается. Продолжение той же песни, что и в первом тайме. Интер атакует огромными силами. Практически целой командой. Все защитники
включая центральных. Чуть назад в оттяжке остается Марко Матерацци. Все прочие игроки обороны переходят в среднюю линию, зажимают таким образом Фиорентину на ее половине поля. А это значит ограниченное пространство, а это значит риск ошибиться, а это значит всем отойти назад, включая нападающих. Монтоливо изображает боль. Честно говоря, вот даже после 2 повторов я не увидел серьезного нарушения правил. Возможно, там чуть-чуть рукой прихватил молодого полузащитника Патрик Вьейра, лишив того равновесия. Рикардо Монтоливо, Здравко Кузманович, Паццини, вот эта вся молодежь итальянская сейчас, по словам президента Фиорентины Андреа Делла Валле, пользуется очень хорошей популярностью у селекционеров других команд. Обращаются в Фиорентину с вопросами о продаже этих игроков. Но Андреа Делла Валле и Чезаре Пранделли собираются делать здесь, во Флоренции, хорошую конкурентоспособную команду, поэтому никого продавать не хотят сейчас. Обороняется Фиорентина тяжело и в этой игре. Фрей там переступает с ноги на ногу и вступает в игру, когда нужно. Молодец. Ливерани не сумел мяч перебросить через высоченного Вьейра. Он, может быть, теперь уже и не образцово-показательный опорный полузащитник, каковым был в пору выступления. Ой, Патрик. Желтая карточка, конечно. Просто врезал по ногам Йоргенсену сейчас. Ничтоже сумняшься. Да, поэтому он слегка уже отошел от идеала, что ли, игры опорного хава. В Арсенале по праву считался именно что вот таким вот хрестоматийным опорником. Ну, сейчас, смотрите, как опаздывая даже на своих широченных шагах, не всегда успевает вовремя вмешаться в эпизод игровой и вот такие вещи творят. Пытается Фиорентина закрепиться на чужой половине. Йоргенсен пришел. Подает штрафную. Как-то так с риском. И не сразу фиксирует мяч в руках Жюлио Сезара. Паццини недоволен своим игровым поведением. Он считает, что, наверное, мог лучше подстроиться под мяч. Хороший проход. А тут вдруг закончилось поле. И Адриан Муту проснулся. Вот навес Йоргенсена, прыжок Паццини. И здесь действительно не очень хорошая, уверенная игра Жюлио Сезара. Правда, даже отпустив на полметра от рук мяч, мне показалось, что он все-таки контролировал ситуацию. Фрей тоже все схвачен. Человек Икс. Вьейра. Крус. А вот Крус непонятно совершенно, зачем мяч возвращал назад. В итоге Фиорентина перехватывает его. Сантана. Хорошо, Бурдиссу играет на опережение. Не хватает, конечно, агрессии атакам Фиорентины. Мы уже рассуждали в первом тайме о том, что Муту и Паццини, постоянно возвращаясь назад, помогая защитникам и хавбекам в отборе мяча, тратят силы, которые им необходимы на ускорение вперед. Поэтому сейчас, наверное, слишком строго судить этих форвардов нельзя. Но, тем не менее, их работа напрягать защитников Интера. И в этой связи, наверное, они как-то уже могли бы сориентироваться по ходу игры и отходить назад по очереди, а не вдвоем. Второй бы в это время мог бы копить силы. Вот сейчас пока Адриан Муту держится далеко впереди. А еще дальше Паццини.
Обороняется Фиалки. Интер привычно подключает Майкона к своей комбинации. Смотрите, как здорово Майкон проходит Уйфалуши. Вешает бразилец мяч над штрафной площадью. Но, к счастью, он здесь, наверное, пока обдумывал, как же ловко он перехитрил Уйфалуши. Какой он красавец. Любовался собой мысленно. Немножечко потерял ориентацию в штрафной площади чужой. И чуть сильнее, чем надо, отдал. Ну-ка, второй раз этот трюк пройдет ли? Опасливо уже там присматривается к нему полузащитник Монтоливо. Фрей! И еще раз надо спасать. Не надо. Здесь Фрей все видел. Повторный удар уже был не опасный. А первый, да. Вот передача. И здесь, смотрите, летит уже на мяч Хулио Круз. А Майкон там переиграл на Уйфалуши. Я приношу извинения капитану Фиорентины. Там не в порядке оказался в позиционной обороне Монтоливо. Ну и здесь мы видели, как в одной из вип-лож стадиона Джузеппе Меаццо, очень модно одетый Златан Ибрагимович, сетует и негодует. Опять проходит в штрафной площади по правой стороне. Здесь уже бессилен Себастьян Фрей. Счет открыт. 55-я минута. Эстебан Камбьясо. Сейчас будем разбирать, по косточкам раскладывать эту ошибку, этот мяч. Я, наверное, буду последним человеком на этом свете, который решится обвинять в пропущенном мяче голкипера. Никакой вины голкипера здесь нет. Себастьян Фрей был просто расстрелян в упор. И в который раз, а именно в третий, сработал очень простой трюк. Неважно, кто там был. Либо Майкон, переигрывающий Монтоливо, либо, как сейчас, Патрик Виейра, играющий против Гамберини. Суть одна. Мяч проброшен в одну сторону, игрок пробежал в другую. А все это, знаете, такие обводки, которые проходят в матчах совсем разных по классу команд. Но вот в поединках между лидерами серии А итальянской такая обводка, да еще и несколько раз подряд, да еще и в штрафной площади не должна проходить вообще. Однако она проходит. И здесь же, смотрите-ка, замена. Появился на поле Кристиан Вьери по 32-м номером. Сейчас будем разбираться, кого он поменял. Сохранит ли строй и количество атакующих Чезаре Пранделли. Но, конечно, надо играть серьезнее в атаке Фиорентине. Но уж о том, что играть надо серьезнее, строже и правильнее в обороне, речи нет совсем. Детская ошибка. Хорош, безусловно, хорош был Патрик Виейра. Именно он обвел так ловко своего игрока в штрафной. Да потом еще в падении сумел дотянуться и выполнить передачу на пятачок перед воротами. Красавец, что и говорить, но это не снимает вины с оборонявшихся. В их оправдании, что можно сказать? Фиорентина, практически с самого начала игры, за исключением такого небольшого отрезка, где-то минуты с 10 по 15, таким образом уже почти 50 минут просто играет исключительно на своей половине поля. Постоянно зажата, вырабатывается уже, я не знаю, клаустрофобия, затекают мышцы. Все, что угодно происходит с командой, которая не видит воздуха, не дышит полной грудью, играет постоянно с риском ошибиться, потерять мяч на своей половине поля и получить мяч в свои ворота. Все это жизнь детей подземелья, в конце концов, сказывается на том, что они элементарно задавлены вот этой коллективностью атаки Интер. Там ведь опять в полном составе Нерадзури зажимали соперника. Вот Майкон. Главная магистральная линия атак Интера. Мяч на правый фланг. Майкон идет практически в лицевую линию, а дальше может обводить, может подавать, может передачу отдавать. Вот замена. Джанпаоло Паццини покинул поле. В начале сезона шла речь о том, что Бобо Вьери, Джанпаоло Паццини, футболисты примерно одних габаритов. Это игроки, которые вряд ли должны играть вместе, скорее всего, по очереди. Так что с соотношением сил, веса, массы игровой
в нападении Фиорентины изменения минимальные произошли. Вышел новый мощный форвард, к тому же гораздо более искушенный, опытный. Ну и к тому же, вспоминаю я, что в начале года, осенью, Кристиан Вьерри, на ним тогда смеялись по этому поводу, говорил о том, что я собираюсь играть так, чтобы попасть по итогам года в сборную. В сборную-то вряд ли ему грозит. Туда даже Алессандро Дель Пьеро не берут. Вот. Ну а помочь своей команде на двух фронтах, в Кубке УЕФА и в итальянском чемпионате, ему еще вполне по силам. Вот здесь нашла коса на камень, как говорится. Два достойных друг друга персонажа потолкались. Неправ был Вьерри, он проиграл позицию. Чезаре Пранделли грустно так наблюдает за тем, что происходит. Его команда здесь оказалась, наверное, чересчур мягкой. И все вот эти игровые достоинства Фиорентины, а именно отлаженный, уверенный пас, красивый такой рисунок игровой, мягкость, оказываются здесь совершенно невостребованными, и против грубой силы, которую демонстрирует порой Интер, эти козыри не играют. Напомню, что в первом круге фиалки на своем поле Интеру уступили 0-2. Но не могут они играть против Интера. Вьерри в штрафной. Против него Бурдиса, передача поперек поля и удар по воротам. Удар наносил Кузманович. Не сумел прижать мяч к газону. Вьерри зрячий пас отдавал. Он долго смотрел на партнера, которому будет мяч отдавать. Потом, опустив мяч в землю, как он это умеет, взрывая буквально газон своим взглядом, он пошел в лицевую. Но, тем не менее, конечно, не потерял из внимания своего партнера, и пас-то сделал точный. Он просто увел в сторону защитника. Бурдиссо ушел. Хороший эпизод. Уже этим одним моментом Кристиан Вьерри оправдал свой выход на поле. По крайней мере, по цене таких поступков в отведенное ему время не было. А вот так вот забыли сейчас в центре Балотелли и 2-0. Да. Очень странный эпизод. Я думаю, что сейчас есть какие-то вопросы у защитников Фиорентины к лайнсмену. Как же так? Не может быть, чтобы такие передачи проходили, и футболист не находился в офсайде. Но атака красивейшая. Этим пасом, да, здесь, смотрите, задержался игрок. По-моему, это был кто-то из полузащитников. Защитники-то четко вышли вперед. Ну и Балотелли оказался 1 на 1 с Фреем. Здесь, я думаю, даже голкипер, не испытывающий проблем со здоровьем, вряд ли что-то сумел бы сделать против вот такого выхода 1 на 1. А Фрей, к тому же, еще и из-за болей в бедре не мог резво стартовать навстречу Балотелли, сократить ему угол для удара и каким-то образом помешать. Так что вот они, два мяча за спиной Фрея. Ни в одном из них он толком не виноват. Фиорентина сегодня оказывается командой такой плюшевой для Интера. Ну и Интер забавляется с ней как хулиган с игрушечным медвежонком. Хочет лапу оторвет, хочет на скамейке бросит. Ливерани, не глядя, убивает мяч. Майкон пытается вызвать целую бурю поддержки на трибунах. Сам он явно чувствует воодушевление.
Жесткий игрок Патрик Вьейра. Встретил Муту, а там еще и Балотелли опять прохлаждается на траве. Что-то у него тоже со здоровьем. Муха в глаз попала. Шикарный пас. Это Круз. Разобрался прекрасно он. Да, Уефалуш, смотрите, успел бросить взгляд. Но там и Балотелли-то, несмотря на молодость свою и неискушенность, очень грамотно открылся. По диагонали, как и нужно. По всей науке, по всем законам. Вот в этом столкновении, судя по всему, Балотелли травмировал глаз. Но я думаю, что ничего серьезного не произошло. Зрение не пострадает, играть он сможет. Так, это удар по воротам. Огляделся, поднимаясь, Жюлио Сезар. Не вывелся ли он за лицевую линию? Ну, прямо скажем, неожиданная такая попытка. Мяч, правда, не летел, по-моему, в ворота. Но все-таки тревожно было. Желтая карточка Балотелли. Видимо, молодой человек все-таки немножечко перешагнул границы дозволенного. Он с самого начала играет предельно агрессивно. А вот глядя на такие эпизоды, можно сказать, что играет иногда запредельно агрессивно. Сейчас за толчок Уефалуша автор забитого мяча второго получает желтую карточку. Мяч в поле. Вьейра. Нет, это Майкон. Простите, Майкон сдерживал Кристиана Вьери. И досдерживался до углового. Здорово. Кто-то там очень хитро так пяткой прокидывал мяч дальше. Из футболистов Фиорентины. И Бурдису пришлось. Вот раз такая игра пяточкой. Бурдису пришлось сыграть для надежности через лицевую линию. Еще один угловой. Опять защитник там выскочил. — 67-я минута. 2-0 Интер ведет. Балотелли молодец. Умеет не только забивать, но и обороняться. Вьери. Ну, а теперь Интер может себе позволить на некоторое время отдать сопернику мяч. Понаблюдать со стороны за далекими от опасности, от ворот, перепасовками фиалок. Никакой угрозы пока они не таят воротам Жюлио Сезара. Может быть, вот сейчас только что-то наметится здесь. Но есть Вьери в штрафной, а против него два центральных защитника спокойно стоят по местам. Бурдису сегодня вообще воздух практически не проигрывает. Один только раз Пацини позволил выпрыгнуть выше. И Вьери сейчас, смотрите-ка, а это Вьери. На всякого Бурдису найдется вот такой вот.
Возраст, не та прыгучесть, не та резвость. Но если уж он выпрыгнул, если уж он достал мяч и прицельно пробил, то поэтому футболисты Интера приглядывают за Вьери в штрафной площади вдвоем. Вьера. Матерацци. И Фалуши. Хороший перехват Камбьясо. Балотелли. Круз. Вот сейчас жестко сыграл Круз в пас. Вьейра. Наброс на Дэна Станковича. Йоргенсен. Монтоливо. Ух, опять из-под Бурдису пытается атаковать Кристиан Вьери. Ну что ж, с его выходом очень важная вещь возникает в игре. У Фиорентины появился центральный нападающий. Пацини роль центр-форварда не выдержал, не далась она ему. Паскуаль выходит вместо Ливерани, вместо Монтоливо, простите. Мануэль Паскуаль, 23-й номер вместо 18-го. Монтоливо явно уступил игру на левом фланге. Майкон разгуливает по правому краю своему беспрепятственно. И сейчас Роберто Манчини еще слегка упрочит оборонительные порядки свои, видимо. Там на бровке готов к выходу на поле защитник Киеву. Камбьяс. Вьейра. Майкон. Ну что ж, где Паскуаль? Вот сейчас уже здесь нужно встречать, нужно вмешиваться. Нет вмешательства, и получите за спину передачу. Санетти и новый угловой. Большие проблемы сегодня на левом фланге. Конечно, все сваливать на одного Монтоливо нельзя было. Там ведь есть еще игрок обороны, а именно Массимо Гобби. Ну вот Гобби оказался виновен во втором пропущенном мяче. Именно он задержался в обороне, когда прошла передача у Круса на Балотелли. Киву меняет в центре обороны Марко Матерацци. Больше защитников у Интера от этого не стало. Но Киву это Киву. На всякий случай может пригодиться его умение пробить штрафной удар. Да и к тому же он посвежей и меньше склонен к разным экстравагантностям по сравнению с Матерацци. Фрей улыбается, несмотря на что, через боль, сквозь страдания. Наверное, немножечко разбегался, теперь уже так сильно ему не досаждает больное бедро. И обратите внимание, мяч он сейчас вышибает в поле именно с правой ноги, которая у него перебинтована. Значит, боль-то отступила. Вот, но чисто футбольных причин улыбаться и радоваться жизни сегодня у Фрей нет. Хотя собой он может быть и доволен. Втайне где-то в глубине души. Несомненный герой первого тайма. Сейчас весь его героизм, конечно, немножко смазался. Точнее, общее впечатление от него теми пропущенными мячами, которые мы увидели. Ну и стратегически, конечно, Фиорентина сегодня не выдерживает свой план. Напомню, что он заключался в том, чтобы брать очки по возможности максимально в этом матче. И фактически до конца чемпионата
потому что там бы получалось 7 очков отрыва, гарантировать себе 4-е место, попадание в Лигу чемпионов. Вот за что сегодня борется Фиорентина. Точнее, боролась с самого начала игры. Борется ли сейчас, вам судить. Передача. Вот сейчас Вьерри бы выпрыгнуть, сыграть на опережение, но пас неудобный. Вьерри не успел подстроиться. 74-я минута. По этой игре Фиорентине будет очень тяжело, конечно, отобрать очки у Интера. А забить 2 мяча будет архисложно. Даже с учетом того, что есть Вьерри. Муту. Почти от всех увернулся, но в конце концов Кио все-таки поймал его. Два добрых друга. Два футболиста румынской сборной. Вьерри изготовился. Да, Ливерани взглядом уже нащупал партнера. Теперь бы найти его передачей. Направлял мяч Вьерри. Снова Ливерани. И Фалуша. В центре поля отдыхают два нападающих Интера. И Круз, и Балотелли. Не утруждают себя лишними перемещениями. Копят силы для атак. Ну, вроде бы немножечко изменилась схема игровая. Картина игровая. После выхода Вьерри больше мяч находится налево от нас стороне поля, но Интер выдерживает эту нагрузку без лишнего напряжения. Сантана заработал право углового удара. Балотелли. Длинный пас ответный и офсайд. Возмущается Сантана. Ну, зачем он ругается на лайнсмена? Здесь очень четко сработал боковой. Покидает поле юный Балотелли. Вглядитесь в эти чисто пенинские черты лица. Это будущее Интера. Я говорю без всякой иронии. Еще раз напомню, что в следующем сезоне Интер будет выступать в Лиге чемпионов. И там нужны свои воспитанники, во-первых, и итальянские граждане, во-вторых. У Интера большие проблемы с теми и с другими. Хотя, говорят, очень хорошая молодежная команда Примавера у интеристов. Но ее воспитанников, ее участников мы очень редко видим. Практически не видим в стартовом составе основной команды. Вот первая ласточка, Балотелли. Он будет играть в этой команде. Это будущее Интера в следующем сезоне. Недаром так сейчас они его приветствуют все. Он отметил за забитым мячом. Он сыграл сегодня по-мужски вполне. Массимо Моратти, президент Интера, может быть доволен. Хорошая смена растет. Таким как Хулио Круз, Златан Ибрагимович, Эрнан Креспо, да и Сезар. Вот вышел сейчас бразилец. Молодого нападающего надо было просто заменить по соображениям педагогическим, наверное. Штрафной. Станкович и Кио, по-моему, делили мяч друг с другом. Подступался, по крайней мере, румын к мячу, чтобы левой ногой его туда направить. Но Круз взял право удара на себя. Чезаре Пранделли еще одну замену проводит, третью и последнюю. На поле появится Пабло Даниэль Освальдо. Нападающий. 3 мяча забил в этом году. Меняет он Фабио Ливерани. Таким образом, одним полузащитником меньше. Опорного хава с игры снимает сейчас Чезаре Пранделли. Вероятно, кто-то отойдет. Например, Кузманович. И сюда. И станет таким якорем команды. Ну, вообще говоря, большой нужды
держать опорного полузащитника. Футболисты, которые встречают атаки, когда уже 2 мяча пропущено, ну, пусть будет пропущен третий, да, из-за отсутствия такого волнореза, что это даст. Зато есть возможность поставить еще одного свежего нападающего вперед. Может быть, слегка оттянуть Муту к центру поля. Вот он провал. Еще один офсайд. Офсайд. Вот. И в результате этой перекомбинации футболистов получить впереди в ударном звене 2 относительно свежих игроков. Хотя Кристиан Вьерри может быть назван свежим только, наверное, с оговоркой. Он уже поработал после выхода своего на поле. 20 минут. Бьется за все мячи. Сезар отыграл в центр. Станкович. Вейра. Камбьясо. И хорошая передача на свободную зону. Можно бежать и отдавать пас поперек. Нет, но приготовились футболисты Фиорентины, Томушу и Фалуши. Выгоняет сейчас из штрафной площади Кузмановича, чтобы тот помешал интеристам подобрать мяч, в случае чего хозяева разыгрывают угловой. Но, видимо, там в ходе розыгрыша вкралась позиционная ошибка. Допустил ее как раз Сезар. Десять минут остается играть. 2-0. Интер переигрывает Фиорентину. Без особенных проблем. Эстебан Камбьясо и Марио Балотелли, авторы забитых мячей. Фалуши. Нарушает правила Круз. Это тактический фол. Вот уже мяч и у Интера. Так что совершенно оправданное было нарушение правил. Камбьяс не стал длинный пас делать, хотя уже прицелился для диагонали направо. Сезар. Камбьясо. Здорово играет в касание. Максвелл. Немножко подрастерялся. Передача. Ну а в чем дело-то? Ну не надо пытаться быть, как говорится, святей Папы Римского Сезару. Он решил, что если тронет мяч, то может быть офсайд. Ну ты тронет сначала, а потом, может быть, будет, а может быть и нет. Пас-то остро сделал Максвелл, между прочим. И Максвелл, когда отдавал передачу, тоже ведь посмотрел, можно или нельзя. Если отдал, значит шансы есть. Не точно вот сейчас передача. Хотя по своей задумке она была интересной. В разрез обороны. Паскуаль. Фалуши. И бессилен чем-либо помочь Чезаре Пранделли своей команде сейчас. Он, конечно, там размахивает руками у бровки. Пытается как-то подогнать Фиорентину вперед, но... Вот единственный ход, который доступен команде. Она поняла, что продвигаться к воротам Жулио Сезара путем коротких средних передач бесполезно. Вот теперь новая тактика где-то с 57-й минуты, когда на поле вышел Вьерри. Это длинная передача, чаще всего с флангов, в штрафную площадь по воздуху. Вьерри как может борется за мяч головой, но он не всегда может бороться за него здорово. Каких-то либо еще третьих вариантов для атак Фиорентина так и не изобрела. Хотя, может быть, и Муту следовало чуть чаще бить из-за пределов штрафной площади, так как он это умеет. Он всего один раз нанес удар из штрафной. Может быть, фланговые полузащитники должны были включаться поактивней.
Но не получается ни то, ни другое, ни третье. Крайние защитники вообще сегодня не поддерживали атаку Фиорентины. И Йоргенсен на правом фланге и играющий на левом краю Гобби не оказывали давления на хавбеков Интера. Полузащитников своих на флангах не поддерживали. Это очень важно. Мы ведь видели, как и Максвелл, и Майкон постоянно идут вперед по обровке, создавая численное преимущество. Да. Крокодил не ловится. Никак Кристиан Вьери не поймает мяч. Сейчас еще и пас был неудобный совсем. Надо было, если поймать, еще и развернуться с ним. Игра Фиорентины расклеилась. Зубов команда не показывала давно. Ну, разве что вставные в виде Кристиана Вьери. Неаккуратный пас назад. Да, но справляется Максвелл. И подключает к игре Жулио Сезара. Игра полностью под контролем Интера. Мы много матчей этой команды видели в текущем сезоне. Я бы не сказал, что это такой самый яркий, самый сочный, самый мощный матч миланского Интера. Что соперник полностью подавлен, растоптан. Да нет этого, в общем, ничего нет. Но Интер сегодня выглядит, тем не менее, командой более классной, более агрессивной. Даже если порой эта агрессия выходила за рамки чисто футбольные, как, например, в некоторых действиях замененного Балотелли, игравшего жестко против соперника. Но все это работает, в конце концов, на футбольный результат. В конце концов, Интер создает себе определенный имидж, что ли, у соперника, дает понять, что шутки с ним плохи. Ну и Жулио Сезар сейчас, видите, подмигивает паренькам, подающим мячи, мол, вы не спешите, все нормально, игра наша. Здорово выбивает мяч на чужой половине поля своим игрокам. Те там комбинируют рядом со штрафной. Санетти держит мяч Интер. Станкович. Хороший наброс. Кузманович. Его преследует сзади игрок Интера. Там Сезар был. Ну а Майкон. Вот она как даже без всякой диагональной подстраховки срабатывает совершенно спокойно здесь. За спину себе не пуская ни мяч, ни соперника. Замена будет у Интера. Луиш Фигу все-таки появится на поле. Успеет отметиться на последних минутах игры. А может быть, и уже и не успеет. Как игра пойдет. Если пауз не случится, то Луиш Фигу продолжит отдыхать. Камбьясо. Бурдиссо отбрасывает мяч назад. Фигу прохлаждается на бровке. Да, Фиорентина не пытается даже организовать какой-то прессинг или его подобие, чтобы перехватить мяч на чужой половине поля. Освальдо. Едва ли не первое касание мяча этого форварда. Иногда говорят, что трудно в игру высокого напряжения попасть. Но совершенно невозможно попасть, если игры нет вообще. А у Фиорентины сейчас именно такая ситуация. Майконов и Фалуш. Ну, двое коллег. Защитник защитника поймет всегда. Вот и замена. Станкович. Не то чтобы сегодня очень летучий. Не то чтобы сегодня очень здорово отдававший передачи свои фирменные, далекие. Но был у него хороший один заброс в первом тайме. А в остальном сыграл не лучше, не хуже остальных. Луиш Фигу.
Да, успеет побегать, немножечко размяться. А может быть, даже сейчас одной из своих фирменных передач какую-то заварушку в штрафной площади Фиорентины успеет устроить. Деян Станкович долго аплодирует публике. Кристиан Вьери. У него поводов похлопать своим сегодня будет гораздо меньше, хотя их тоже надо будет поприветствовать обязательно. Тут показали довольно внушительную группу тифози, которая из Флоренции приехала в Милан поддержать команду. Матч-то важный, еще раз напомню, победой сегодня, пусть и слишком гипотетичной, на чужом поле, на поле чемпиона страны, Фиорентина могла бы фактически гарантировать себе после осечки Милана место в Лиге чемпионов на будущий год. Но за это место еще придется повоевать. И что происходит сегодня? Идет последняя минута. Интер уверенно ведет дело к победе. В случае, если он этой победы добивается, команда Роберто Манчини набирает 75 очков. Отрыв от Ромы составит 4 очка. А в следующем туре Рома играет против Ливорно в гостях. Нет, Рома играет дома, конечно, против Ливорно, само собой. А Интеру предстоит гостевой матч против Торино. Соперник не из простых, хотя в первом туре интеристы выиграли 4-0. Так что перспективы борьбы дальнейшей за Скудетто по-прежнему остаются туманными для Ромы и чуть более ясными для Интера. 3 компенсированных минуты еще предстоит играть. Фиорентина, не выигрывая и не набирая очков, сегодня остается на своем месте. 56 баллов, которые были у этой команды, никуда уже не денутся. Раз там какое-то очередное кальчо-поле разродится и начнется снятие очков. Ну, я надеюсь, ничего такого не произойдет. Больше итальянского футбола. Милан будет отставать все на те же 4 очка. Таким образом, статус-кво сохранится. Упрочняются позиции Интера главным образом. Вот что произойдет после окончания этого матча, после финального свистка, до которого еще около 2 минут. Ну что ж, после такой игры у Манчини не будет поводов обижаться на своих футболистов, жаловаться на них вышестоящему начальству. Сегодня все хорошо. Себастьян Фрей свою работу делает, тем не менее. 2 мяча, которые сегодня были пропущены Фиорентиной, не останутся на совести Фрея и не должны помешать ему сегодня спокойно заснуть. Йоргенсен. Тут еще и на перехват сподобился Хавьер Санетти. Молодец. В его-то возрасте. При такой ситуации на поле каждое лишнее движение – это маленький подвиг. Жестковато играет Фигу. Ну, вообще, вот он в линии, которая сегодня избрана Интером буквально с первых минут. И те футболисты, которые вышли на поле в стартовом составе, точно так же играли. Очень жестко. В корпус. Иногда даже с опасностью травмировать соперника. Но, в конце концов, эта тактика команды, которая в себе уверена, она принесла плоды. Под занавес компенсированного времени. Неплохой дальний удар с 30 метров. Жулио Сезар показывает свое мастерство. Это был Адриан Муту. Напоследок, вот еще последние секунды, можно разыграть угловой. Не лучшая подача. Мяч летит в сторону ворот. Жулио Сезар. Вот так, смотрите-ка, на последних секундах игры 2 подряд спасения. А если бы, думаем мы, возможно, это бы стало достаточно для команды Фиорентина, чтобы вытянуть игру на ничью, но этого не произошло. Под шумок, пока вы наблюдаете за мастерством Жулио Сезара на видеоповторах,
Звучит финальный свисток. Интер побеждает Фиорентину в 33-м туре. Вместе с вами эту игру смотрел сегодня Роман Трушечкин. Всего доброго, до новых встреч.